Общероссийский день приема граждан, запланированный 14 декабря, переносится на неопределенное время. Для меня это хорошо. Мне понадобится время для подготовки работы по отстранению от занимаемой должности Руслана Султановича Волкова, министра внешней связи, национальной политики, печати и информации Республики Ингушетия. А теперь я хотел бы ознакомить вас, какую работу провел Волков и его министерство по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в нашей республике. То есть отчет Волкова болтовней. Заседание итоговой коллегии Министерства внешней связи, национальной политики, печати и информации Республики Ингушетия 24 июня 2020 года. Материал опубликован на сайте Миннатса в тот же день. Повестка дня об итогах работы Министерства за 2019 и задачах на 2020 год. Доклад об итогах деятельности Министерства. Докладчик Волков Руслан Султанович, министр внешней связи, национальной политики, печати и информации Республики Ингушетия. Главной целью деятельности Министерства, исходя из многонационального и поликонфессионального состава населения Республики Ингушетия, является сохранение стабильного развития межэтнических и межрелигиозных отношений, говорится в докладе. Основными задачами, на решение которых была направлена деятельность Министерства в сфере реализации государственной национальной политики в 2019 году. Задачами являлись реализация Республики Ингушетия стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, в том числе выполнение плана мероприятий по реализации Республики Ингушетия стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. План по реализации Республики Ингушетия стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, как я как-то уже вам говорил, прикомандированным министром не выполнен. Почему я так уверенно об этом говорю? Заслушав доклад о деятельности Миннатса за текущий год, вице-спикер парламента Василий Светличный, тоже прикомандированный, сказал: до этого момента я на что-то надеялся, отметив, что Миннатс не сумел должным образом исполнить программу профилактика терроризма и экстремизма, и ожидаемые результаты от ее реализации достигнуты не были. По итогам заседания Комитета Народного собрания по национальной политике и связям с общественностью работа Миннатса Республики признана неэффективной и направлены соответствующие рекомендации председателю правительства Республики Ингушетия Сластенину, тоже прикомандированы. Доводы, представленные министром Волковым в процессе заседания, были связаны с пандемией коронавируса и показались депутатам неубедительными. По поводу этого заседания я намерен сделать отдельный эфир. Что входит в эту программу, в том числе, о которой идет речь? Реализация мероприятий комплексного плана по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в Республике Ингушетия на 2019-2023 года. За отчетный период, говорит Волков, министерством реализовано более 30 мероприятий. Запомните эту цифру. По профилактике экстремизма и духовно-нравственному воспитанию молодежи в общеобразовательных организациях республики, в высших и средних профессиональных учебных заведениях городов Пятигорска, Ставрополя, Москвы и Уфы с участием представителей антитеррористических комиссий и духовенства республики. Я промониторил сайт Миннатса полностью от А до Я, а также их страничку в Инстаграме. И вот что я нашел. 19 мероприятий за год и 3 месяца после своего назначения провел Волков, посвященные профилактике экстремизму и терроризму. То есть 19 мероприятий. Если их можно назвать, конечно, мероприятиями. Вы знаете, сколько школ в Республике Ингушетия? Википедия выдает информацию, что по состоянию за 2016 год в республике зарегистрировано 118 школ. Вот вы вдумайтесь, одних школ в республике 118. Их количество, конечно, сейчас уже возросло. Миннац и руководитель Миннатса, министр Волков, проводит несколько
встреч в школах республики и несколько встреч в институтах. А сколько у нас институтов, техникумов, колледжев? 118 школ. За год и 3 месяца он провел на тему профилактика экстремизма и терроризма. За год и 3 месяца он провел 19 встреч, если их можно назвать встречами, то есть конкурсы детских рисунков, все вместе, если вот это все собрать, это 19 встреч. У нас 118 школ. Сколько терактов произошло в республике за 2019-2020 год? Я считаю, что ответственность также лежит и на министре Волкове за теракты, которые произошли в республике. Ответственность в том плане, что он не провел должную работу по профилактике экстремизма и терроризма, не выполнил план государственной целевой программы. Ни одной встречи с ингушами пригородного района и города Владикавказ, Западной Ингушетии. Ни одной встречи. По крайней мере, на сайте Миннаца и на их странице в Инстаграм я не нашел. Ни одной встречи. Ни одной встречи с ингушами пригородного района и города Владикавказ. В том же Доме культуры Северной Осетии собрать ингушей, спросить у них: уважаемые ингуши, в чем вы нуждаетесь? Как у вас дела? Есть ли какое-нибудь ущемление вас? Дискриминация? Как обстоят у вас дела с трудоустройством? Есть ли у вас какие-нибудь вопросы, жалобы или пожелания? Ничего. Ни единого слова за год и 3 месяца о без вести пропавших ингушах в ходе так называемого осетино-ингушского конфликта. Ничего. А вот организация Русланом Шейнсултановичем Волковым и его министерством 30 октября мероприятий, посвященных осетино-ингушскому конфликту на мемориальном кладбище в Назране Уазут Качмович, об этом мы отдельно поговорим. Я этому посвящу отдельный эфир, и мы отдельно об этом будем говорить. Об этом мероприятии, об организации министра Волкова этого мероприятия. Вы сами знаете, какое мероприятие там прошло, как оно было организовано. Элементарно, даже не было микрофонов. А людям не дали слово сказать. Людям, пострадавшим в ходе осетино-ингушского конфликта, людям, родственникам погибших, без вести пропавших ингушей. И вообще, какая организация была, вы сами видели. Я все же прокомментирую немного. Вот почему вы думаете, нету этого внимания к ингушам пригородного района и города Владикавказ, Западной Ингушетии, нету со стороны Миннаца? Потому что эти мероприятия не заложены в этой программе развития. Их просто нету там. А сам он абсолютно не заинтересован в этом. Нет у него и не может быть этого чувства, что есть у нас, в нашей нации. Нету у него этой боли и сострадания. Нету. Зато посмотрите, сколько встреч он провел с казачеством, с атаманами казаков, с их организациями. Почему? Да потому что в этой программе развития заложена реализация этих мероприятий с казаками. Более того, эти мероприятия финансируются очень даже щедро. И финансирование не задерживается. Без колебаний финансируются все эти мероприятия. Некомпетентность
Волкова на занимаемой им должности кидалось в глаза с первых дней его назначения на эту должность. И я с уверенностью могу сказать, что большая часть населения Республики Ингушетия поддержит меня в том, что я настаиваю на немедленной добровольной отставке Руслана Шейхсултановича Волкова, министра по внешним связям, национальной политики, печати и информации Республики Ингушетия, прикомандированного министра.